Уран Калашев многие годы работал в государственных структурах инженером-программистом. Из-за проблем со здоровьем он был вынужден временно выйти в неоплачиваемый отпуск. Однако после лечения специалист попал под сокращение и сейчас активно ищет работу. На сегодняшней ярмарке вакансии он раздал свои резюме ведущим компаниям. Некоторые уже пригласили его на собеседование. В банк вакансии, получается, в банке резюме передал, получается, инженер-программист, система безопасности, видеонаблюдения. Долгие годы работаю. Вот шел сюда устраиваться на работу. Много резюме передал сейчас. Дальше еще отличное настроение, все хорошо. Да, много заполнил анкет, получается, и обменялся контактами. Будем рассматривать, дальше смотреть, как будет. Дай бог, хорошо. Бишкекское городское управление по содействию занятости Минтруда совместно с Общественным фондом Центр инновационных технологий и образования ежегодно проводит подобные ярмарки вакансий и профессий. Главная цель – содействие в трудоустройстве безработных граждан, создание единой площадки для работодателей и ищущих работу, широкое информирование населения о государственных услугах в сфере содействия занятости. Ежегодно проводим такие ярмарки вакансий, потому что они показывают свою эффективность. Например, на прошлой ярмарке вакансий у нас в тот день, в день проведения ярмарки, были трудоустроены около 150 человек, и более 1200 человек они получили направление, и потом были приглашены на собеседование в компании и организации. И кроме того, мы видим эффективность таких ярмарок, и поэтому проводим его ежегодно, это осенью и весной. Также на ярмарке предусмотрены вакансии для людей с особыми возможностями здоровья. Государственные органы содействуют им в трудоустройстве, а также оказывают правовую поддержку. Я страдаю эпилепсией. Работал в разных местах, начиная от дворника, заканчивая механиком. Обучался в профлицее, и после его успешного окончания меня попросили остаться преподавать. Но по непонятным причинам в последний момент они отозвали предложение, и я остался без работы. Таким, как мы, трудно найти работу. Благо, здесь можно найти компании, куда требуются разнорабочие, независимо от физического состояния. Надеюсь, что в ближайшее время найду работу. В ярмарке приняли участие более 100 ведущих компаний, которые предоставили 4000 актуальных вакансий в Бишкеке. Кроме этого, более 30 провайдеров обучения смогли представить свои обучающие программы для жителей и гостей столицы. В рамках мероприятия молодежь и выпускники школ, а также все желающие смогли пройти профориентационное тестирование для определения своих сильных сторон и навыков, что поможет им в выборе будущей профессии. Ирмек Куренкеев, Асхар Маратов, ЛТР Бишкек.